В этом году в одну только детскую поликлинику Ухты уже обратились 6 выпускников для заключения целевых договоров. По традиции это учреждение сотрудничает с вузами Кирова, Архангельска, Санкт-Петербурга и Ярославля. В этом году потенциальным поставщиком детских докторов станет еще и столица республики. В медицинском институте при Сыктывкарском государственном университете имени Петерима Сорокина появилось отделение педиатрии. Но и это не все нововведения. С этого года появятся также целевые места для получения среднего медицинского образования. Мы даем целевые направления на обучение в Сыктывкарском медицинском колледже на лабораторное дело. Да, то есть это фельдшер-лаборант. Очень дефицитная, очень хорошая специальность. Вот. Также мы даем целевые направления в Ухтинское медицинское училище на сестринское дело, да, то есть на медицинских сестер. В настоящее время в медицинских вузах по направлениям обучается 12 человек, из них 3 врача в ординатуре. В этом году ожидается пополнение штата детской больницы еще 2 выпускниками – педиатром и офтальмологом. Главный врач Марат Нуриев отмечает, сегодня снова настали те времена, когда труд медика вновь стал престижным и достойно оплачиваемым. Хочу пояснить, что средняя заработная плата медицинских сестер в Ухтинской детской больнице – это около 50-60 тысяч рублей. Значит, у врачей заработная плата около 90-100 тысяч рублей. Вот. То есть, поэтому медицинская специальность – это на ближайшую перспективу 50 лет, это абсолютная возможность всегда быть востребованным как специалистом, вот, и всегда в любом месте найти себе достойно оплачиваемую работу. Но не только достаточно высокие зарплаты и престиж приводят людей в эту благородную профессию. Молодой педиатр стационара Всеволод Тюлькин, выпускник Ярославского медуниверситета, уже 2 года работает в Ухтинской детской больнице. Говорит, его жизненный путь был предопределен. Он из династии врачей. А потому уже с детства молодой человек знал, что будет медиком, причем педиатром. Ведь дети самые отзывчивые и открытые пациенты. Дети привязываются, часто привязываются. Они в первые дни очень негативно всегда реагируют на осмотр, плачут, кричат, к маме лезут. А день на 5-7 они уже самостоятельно идут в смотровой кабинет, садятся, снимают, все показывают, что нужно делать. И, в общем-то, уже не так негативно настроены. Обучение по целевой программе – заметное подспорье для решения кадрового вопроса во всех медицинских учреждениях Ухты. В последние 3 года за устранение дефицита специалистов активно взялись и в городской взрослой поликлинике. На сегодняшний день у нас их 13, которые учатся на разных курсах. Затем у нас 3 врача-ординатора – это травматолог, ортопед, акушер, гинеколог и кардиолог, которые через 1,5 года вернутся к нам на работу. Затем мы за счет собственных средств обучаем на сегодняшний день 1 врача-невролога. Тем, кто точно желает связать свою жизнь с медициной и ищет гарантии последующего трудоустройства, не стоит тянуть со временем. Все нюансы будущей учебы в отделах кадров медучреждений города можно уточнить до 25 июня. Виктория Науменко, Павел Агутин, телеканал Юрган, Ухта.